Международная организация труда прогнозирует в этом году рост безработицы в России до 6,2%, то есть официально безработными в стране будут 4 миллиона 700 тысяч человек. В Якутии пока показатели остаются на прежнем уровне. Безработными считаются более 36 тысяч граждан, но властей и органы занятости беспокоит дисбаланс на рынке труда. В промышленных районах уровень безработицы составляет менее 5%, когда как в сельской местности этот показатель почти вдвое больше. Как ликвидировать этот дисбаланс, как трудоустроить местное население в промышленные предприятия и усилить профессиональную подготовку молодежи, обсудили на неделе в поселке Нижний Бестях на выездном рабочем заседании, проведенном по инициативе парламента республики с участием глав заречных районов, представителей крупных компаний Якутии, руководителей профильных министерств и ведомств. Репортаж нашего корреспондента Туяры Филипповой. Вакансии, предлагаемые предприятиями, сократились вдвое, а количество зарегистрированных в органах занятости граждан в качестве безработных выросло за прошлый год на 20%. Власти республики всерьез обеспокоены ситуацией и начали принимать меры. Так, решено пока воздержаться от привлечения рабочей силы из других регионов России. По поручению главы республики с этого года будут реализованы меры, предусматривающие стимулирование внутренней трудовой миграции. Работодателям, принимающим на работу сельских жителей, с этого года начнут выдавать сертификаты на 200 тысяч рублей. Они предусматривают возмещение расходов по трудоустройству, провозу багажа, аренде жилья, доплаты к заработной плате работникам в первые 3 месяца. У нас контрольная цифра у нас порядка 1000 человек хватит, да? Но программа рассчитана пока до 2018 года. У нас программа сама до 2018 года, а потом будет пролонгирована будет. Но при этом, опять-таки, это пилотная программа, она впервые у нас будет реализовываться. Если будет потребность со стороны как работодателей, так со стороны же и населения, то, конечно, она будет расширяться. 1000 рабочих мест – это лишь частичное решение проблемы. Участники совещания в Нижнем Бестяхе говорили и о необходимости комплекса мер, а также преодолении системных факторов. Евгений Соров, выпускник РГУ нефти и газа имени Губкина, 2 года проработав в Сургутнефтегазе помощником бурильщика, геологом, вынужден был уволиться и сейчас работает в Якутске в компании ЕТЭК. Он просто устал бороться против двойных стандартов крупной компании. Отношение к местным специалистам, пусть даже с московским дипломом, не сравнить с условиями, создаваемыми приглашенными за пределов республики. Мне вот проезд мой не оплачивали. Это, во-первых, это как бы тоже немалые деньги, это 30 тысяч рублей в месяц уходит. Мне вахта была по месяцу. Во-вторых, отсутствие карьерного роста для местного населения. Вот я считаю, это основная проблема. Но есть и другие примеры. Ирина Иванова выросла в Нерюнгри, после окончания транспортного вуза 6 лет работала в Алдане, сейчас 2-й год трудится на железнодорожной станции Нижний Бестях старшим товарным кассиром. Я считаю, что моя компания самая лучшая и вообще не зря выбрала эту профессию. Являюсь патриотом своей организации, потому что очень большое внимание уделяется молодым специалистам. На молодых и местных делают ставку компания. Из 17 работающих на станции 12 якутяне. В компании проводится очень прогрессивная политика по набору молодых кадров. Если взять в среднем статистику, то именно по узлу Нижнего Бестяха порядка 75% это молодые специалисты. Именно от таких молодых и образованных зависит безопасность движения поездов с важными грузами, идущими в Якутию, а значит и доходы компании. И они чувствуют возложенную на них ответственность, заботу о себе и строят планы на будущее. В будущем вижу себя начальником станции Нижний Бестях. Перспективы увеличения рабочих мест с вводом железнодорожного участка в постоянную эксплуатацию ждут и местные власти. Очень ожидаем эксплуатации железной дороги и надеемся, что, конечно, уровень безработицы в связи с переходом железной дороги и в связи с эксплуатацией железнодорожной станции будет уже у нас сокращаться. Решение проблемы безработицы – это не только наличие как таковых рабочих мест, но и качественная подготовка кадров. Сейчас промышленные предприятия больше нуждаются в специалистах со среднеспециальным образованием. На совещании говорили и о том, что качество профессионального образования, несмотря на проводимую модернизацию отрасли, пока еще не отвечает тем требованиям, которые предъявляют к специалистам компании. Материально-техническая база недостаточно развита, и вот как раз те узкие специальности, которые необходимы сейчас на предприятии, не может обучить учебные заведения, потому что у них не хватает просто материально-технических ресурсов, то есть определенных каких-то
стендов, определенной какой-то техники. В свою очередь, представители профобразования сетовали на отсутствие взаимосвязи с муниципальными образованиями, которые не представляют свои потребности при разработке прогнозных планов по подготовке кадров. Такая же проблема и у органов занятости, которые не могут добиться тех же цифр у промышленных предприятий. Поэтому и работают по текущим прогнозам. Министерство промышленности констатирует, что большинство крупных промышленных компаний, работающих в Якутии, вышли на проектную мощность, поэтому их потребности в рабочих кадрах резко сократились. Рабочие места появятся с новыми проектами, связанными с реализацией угольных, нефтегазовых, золоторудных месторождений. Парламентарии же считают, что необходимо объединить усилия всех заинтересованных в этом процессе и со своей стороны намерены внести поправки в законы, которые помогут трудоустройству местного населения в крупные промышленные компании. Ну, например, закон о молодом специалисте мы должны разработать и принять совместно с правительством. Также 5-6 законов, которые, в общем-то, координируют вот эту работу, в них надо внести поправку. В феврале подобное рабочее совещание, которое состоялось в Нижнем Бестяхе, планируется провести в Вилюйской группе улусов, чтобы власти на местах были информированы, а главное, заинтересованы в занятости своего населения. Туяра Филиппова, Вячеслав Санников, Гаврил Дичков, Якутск, Нижний Бестях и Якутия день за днем.